Конференция торгово-промышленной палаты – очередной повод для встречи власти и бизнеса. На этой площадке можно выслушать, в чем нуждаются предприниматели, а по итогам оказать помощь. Власть помогает бизнесу, а вкупе все выполняют одну задачу – развивают экономику республики и страны в целом. На сегодняшний день фактически уже завершилось согласование создания фонда развития промышленности. Деятельность фонда направлена на поддержку именно начинающих промышленных отраслей, частного сегмента, коммерческого сегмента. В контексте развития новых технологий, в контексте импортозамещения, прежде всего, модернизации инфраструктурных направлений, коммуникаций и так далее и тому подобное. В общем, у фонда все предпосылки для того, чтобы пойти навстречу начинающим промышленникам. Вы знаете, да, глава республики дает установку на развитие промышленности, поэтому большая просьба к вам, собравшимся, начинайте работать, взаимодействуйте. Органы исполнительной власти, руководство республики сегодня, я считаю, что делает огромные, большие шаги навстречу начинающему бизнесу. И для этого просто необходимо набраться смелости и делать первые шаги. Товарищи, повторюсь, ресурсы для поддержки бизнеса, во всяком случае в плане промышленности, мы изыскиваем, и поддержка будет. Помощь бизнесу – вот основная цель торгово-промышленной палаты республики. Она представляет интересы малого и среднего бизнеса. При своей работе охватывает все сферы предпринимательства – промышленность, сельское хозяйство, финансовая система, сфера услуг. Предприниматели всех этих направлений присутствуют на конференции. На одной площадке собираются представители, как уже состоявшиеся, да, бизнесмены, и только начинающие. И сегодня тоже, наверное, могли видеть, что некоторые предприниматели уже нашли для себя рынки сбыта, нашли для себя поставщиков. То есть вот перекликаются интересы, тем самым торгово-промышленная палата объединяет и помогает предпринимателям, в том числе какие-то вопросы решать и выходить на новые рынки. В торгово-промышленной палате на сегодня около 150 предпринимателей республики. Фатима Галаева, к примеру, занимается производством шоколада. Конференция для нее повод в очередной раз увидеться с коллегами по бизнесу, завести новые знакомства. Тут можно познакомиться со всеми нашими бизнесменами в республике, предпринимателями, что-то взаимовыгодное для себя. Если, допустим, я произвожу шоколад, другой человек занимается другой сферой, мы можем быть взаимовыгодны друг другу. Членами торгово-промышленной палаты могут стать пока только юридические лица, индивидуальные предприниматели и некоторые некоммерческие организации. Палата помогает развитию экономики республики, является своеобразным мостиком между властью и бизнесом, интересы которого и представляет. Сегодняшнее мероприятие, оно очень такое емкое. Очень приятно было видеть всех предпринимателей. На этой площадке торгово-промышленная палата республики объединила такие бизнес-сообщества, которые может познакомиться, с которыми можно поделиться, взаимоотношения. Нетворкинг такой хороший получился. Торгово-промышленная палата республики оказывает около 15 услуг для субъектов малого и среднего бизнеса. Через нее можно провести экспертизу товаров и услуг, оценить собственность предпринимателей, получить разного рода сертификаты и знаки качества. Все это необходимо для ведения законного дела. В промышленной палате Российской Федерации существует стандарт деятельности, и те палаты, которые не попадают в данные рамки, либо ликвидируются и перестают существовать в регионах. И последний год наша работа активно была направлена на то, чтобы сохранить торгово-промышленную палату, войти в данный стандарт. Что нам удалось сделать? По итогам полугодия мы уже практически выполнили все показатели, необходимые для вхождения в стандарт. И я надеюсь, что в 2022 году мы уже сможем получить свидетельство о том, что наша торгово-промышленная палата соответствует стандарту и может продолжать свою деятельность. На конференции также состоялось подведение итогов первого конкурса детских рисунков «Мой семейный бизнес». 10 победителей и призеров в 2 номинациях получили подарки за свое творчество. Дети постарались показать, каким они видят
семейный бизнес. Хорошо. Как ты думаешь, каким должен быть семейный бизнес? Есть представление? Смотря по усмотрению ребенка, в моем рисунке там показано, то, что земля нас кормит, то, что беречь свою семью. Какая ты умница, молодец. Ну что, мы тебя ждем. Становись предпринимателем и приходи в член торгово-промышленной палаты. Давай в Тубаху. Всего в конкурсе приняли участие около 80 детей со всей республики. Десятку лучших выбирали путем голосования в интернете. А призовые места разыграли путем случайной генерации, чтобы никому не было обидно. Муслим Ганиев, Мухаммад Белакиев. Новости 24.